Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Продолжаем лекции, уроки поминания Всевышнего Аллаха. И мы с вами на прошлой лекции изучали достоинства, то есть продолжаем изучать достоинство этого вида поклонения. И сегодня, иншаллах, продолжим эту же тему, то есть достоинство поминания Аллаха, но вкратце постараемся посмотреть, изучить, как книга Всевышнего Аллаха, Коран, нам раскрывает достоинство этого вида поклонения с разных сторон. Потому что если изучить, если посмотреть, обратить внимание на принципы Корана, книги Аллаха, мы видим, что Коран, когда доводит до нас какую-либо информацию, да, о чем-то, например, возьмем один из видов поклонения. Коран, он раскрывает этот вид поклонения с разных сторон. Вот если взять одно из самых величайших видов поклонения, это намаз, который является вторым столпом, то есть это самое первое поклонение после имана. И вот сколько нужно аятов, чтобы Аллах Тааля вот нам сказал: вы обязаны совершить намаз. И чтобы этого достаточно для нас было. Сколько нужно аятов? Один аят. Если в одном аяте Аллах скажет нам, что мы обязаны совершать намаз, этого для нас достаточно. Но Аллах продолжает повторять нам, призывать нас, побуждать нас, да, объяснять нам важность. То есть ученые говорят, более 70 аятов Аллах не спаслал, чтобы объяснить нам важность намаза. А хотя мы говорим, один аят, так ведь? Одного аята достаточно? Нет. Более как в 70 местах Аллах Тааля возвращается к этой теме. И поэтому некоторые братья и сестры, которые начинают изучать, читать книгу Аллаха, там, знакомиться с тафсиром, с переводом, да, с толкованием Корана, они очень часто спрашивают, а почему вот в Коране так много повторений? Аллах Тааля повторяет, некоторые аяты повторяются, да? В книге Всевышнего Аллаха ничего лишнего быть не может, потому что она совершенна. Это калямуллах, это слова Аллаха, которым присуще только совершенство. Поэтому каждое повторение, оно имеет свое значение, свою цель, свое назначение, свою мудрость. Поэтому Аллах просто так повторять не будет. Поэтому каждое повторение – это очень важно. И если Аллах более чем в 70 местах повторил нам важность намаза, значит намаз, он должен мы должны проникнуться этим поклонением. Вот поэтому если с детства ребенку каждый раз повторять, что нельзя воровать, как мы татары говорим, анумул кануна сыңа. То есть это все, он уже проникается этим, и для него воровство – это что? То есть все, это что-то такое страшное для него, если каждый раз это повторять. Вот поэтому Аллах повторяет некоторые виды поклонений, некоторые свои приказы, чтобы мы не просто там разумом поняли, да, умом поняли, да, это правильно. Мы должны проникнуться этим, чтобы не только на уровне сознания, а нужно уже на уровне подсознания. То есть все, уже мы даже не должны думать об этом, мы уже должны знать, что это нельзя, что мы должны быть такими. Наша проблема в чем? Мы когда даже хутбу слушаем, да, например, мусульманин пришел слушать хутбу, имам говорит ему, что нужно, вот мусульмане, мужчины должны уважать женщин. Он приводит аяты, которых очень много, да, и тот, кто слушает хутбу, да, он же не может идти против аята. Да, он же идет там по Корану, по Сунне, да. Все, он думает, да, это же, машаллах, это же аят. Аллах говорит, вагаширугунна биль магруф, там, обходите с ними подобающим образом, да. Аяты приводят,
Машаллах, там Сахихуль Бухари открывает, вот Бухари такой хадис, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, вот так. И, конечно, его разум, он что? Он соглашается с этим, потому что есть доводы конкретные, вот аят, вот хадис, вот он образ для подражания. Кто может сказать, пророк саллаллаху алейхи вассалям не уважал женщин, да? То есть все, его разум соглашается. Это очень важно. Поэтому Коран, он убеждает разум человека, чтобы он согласился с этим. Потому что, научи дурака Богу молиться, как говорят, да, он лоб расшибет. Поэтому нужно людям объяснять, а не просто там требовать. И поэтому Аллах объясняет в Коране. Объясняет, «Ляллякум тағқилун», неужели вы не уразумеете, неужели вы не будете размышлять над этим? Вот поэтому Аллах, неужели вы не видите? Много аятов, они обращаются к нашему разуму, чтобы сознание, оно полностью согласилось с этим. Все, бисмилля, хутба закончена. Намаз прочитали, брат выходит, аяты еще помнит, хадис еще помнит, пророк саллаллаху алейхи вассалям, машаллах, так уважал Хадиджу, Гайшу и так далее, да? Все, он идет такой весь уважающий женщин, да? Один день поуважал, там второй день, да? Но все 35 лет, которые он прожил, он не привык уважать. У него этого никогда не было. Я не говорю про всех, да? Но если он все 35, 40, 50 лет, он привык делать совсем другое, да? Эта хутба, она только на 3 дня. Почему? Это на уровне сознания. Поэтому подсознание, которое там у него сидит внутри, оно берет свое. Оно берет свое. Поэтому цель книги Аллаха, чтобы мы прониклись вот этими канонами. И поэтому Аллах повторяет нам, каждый раз. Поэтому вагазы повторяются, поэтому аяты повторяются. Одна сестра недавно в исламе спрашивает как-то на уроке, вот, говорит, я мусульмане, говорит, она только приходит в ислам и спрашивает, нормальный для нее вопрос, как бы, вот мусульмане, говорит, каждый раз Коран читают. Я, говорит, один роман 2 раза не могу читать, говорит. А что, неинтересно, говорит? Я уж как бы так деликатно постарался объяснить, что каждый раз, когда Аллах раскрывает тебе все новые и новые знания, то есть ты на 100-й раз, когда 100-й раз уже читаешь эту суру, альхамдулилля, Аллах тебе еще что-то открывает. Поэтому это другая книга, это не любовный роман. Так ведь? Поэтому это милость Аллаха, это сливки, которые нужно всю жизнь изучать. И каждый раз, когда что-то у тебя в жизни случается, Аллах дает тебе новые знания из той же суры, из тех же аятов. Поэтому Коран, он повторяется. И поэтому Аллах, когда нам объясняет, доводит до нас намаз, он не просто говорит, все, вы должны обязаны все намаз читать. В каком-то аяте Аллах говорит, акимус саля, совершайте намаз, выстаивайте намаз. В каком-то аяте Аллах рассказывает про достоинство намаза. Что вот если будете совершать намаз, то вам будет то-то, то-то, то-то. Например, инна салята танха аниль фахша и валь мункар. Воистину намаз запрещает кому? Молящемуся всю мерзость и предосудительно. То есть Аллах дает нам понять, что намаз помогает нам остерегаться от грехов. Где-то Аллах говорит, что если будешь совершать намаз, то баракат в жизни будет больше. Вот поэтому, а где-то Аллах предупреждает, что если вы не будете совершать намаз, то вам за это будет то-то, то-то, то-то. Масалякакум фи сахар. Почему вы оказались, обладатели рая, обратились к обладателям ада? Почему вы оказались там, в аду? Да, они скажут, «Калю лям накум миналь мусаллин». Они скажут, мы не были из числа молящихся. То есть Аллах здесь уже предостерегает. То есть ждите беды, если не будете совершать намаз. То же самое другие виды поклонения. Например, сабр, терпение. Аллах не говорит просто, то есть терпите. Нет. Аллах Тааля где-то около 90 аятов, ученые говорят, чуть меньше 100 аятов были ниспосланы про терпение, сабр. Это не просто так. Потому что в основе каждого поклонения есть терпение. Без сабра ты не сможешь 5 намазов читать. Без сабра ты не можешь поститься. Без сабра ты не сможешь
благочестивый хадж совершить. Без сабра, без терпения ты не сможешь права родителей, благочестие к родителям сохранять. Поэтому без сабра ты не можешь там, жену терпеть, жена там, мужа терпеть. Да? Воспитание детей не можешь без сабра. Без сабра ты не сможешь знаний брать, получать. Поэтому Аллах не просто нам сказал терпите. Да? Аллах где-то в каких-то аятах говорит терпите. Терпите красивым терпением. Сабрун джамиль. Да? Где-то Аллах Тааля нам доводит до нас, что за терпение Он приготовил огромные награды. Да? То есть мы кому-то говорим, вот давай, поступай туда, работать, иди туда работать. Зарплата будет такая-то. О, машаллах, там, пойду-ка я работать. Да? То есть интерес. Аллах вызывает интерес. Иннама, например, юаффас сабируна аджрахум бигайри хисаб. И только терпеливые получат аджр, награду, бигайри хисаб, без какого-либо расчета. То есть невозможно будет сосчитать, сколько наград получит человек за терпение, и это только за терпение. А где-то Аллах Тааля предостерегает, что нетерпение – это зло, которое принесет человеку что? Беды и страдания. Например, Аллах говорит: «Валя такун касахибиль худ». Когда пророку, саллаллаху алейхи вассалям, было тяжело, где-то Аллах сказал: терпи. Где-то Аллах сказал: ты получишь огромную награду. Где-то Аллах сказал: «Валяль ахирату хайру ляка миналь уля». То есть проявляй терпение, и для тебя вечная жизнь будет намного лучше, чем эта жизнь. Да? А где-то Аллах сказал: «Валя такун касахибиль худ». То есть не поступай так, как поступил сахиб аль-худ, обладатель рыбы. Кто? Юнус алейхиссалям. То есть Аллах говорит: а помнишь Юнуса? Помнишь Юнуса? Он оставил терпение. И что с ним случилось? Ему потом пришлось такое пережить, да? И так покаяться перед Аллахом. Поэтому Аллах предостерег посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и нас всех, да, и сказал: вспомни Юнуса, что с ним было. Да? Поэтому вот так раскрывается суть поклонения, значение поклонения, ценности поклонения, достоинство поклонения. И вот если взять тема наша, это зикруллах, поминание Аллаха, мы видим, что Коран, машаллах, с разных сторон. И есть ученые, которые, например, приводит 10 сторон. С 10 сторон, с 10 ракурсов Аллах объясняет нам вот ценность этого вида поклонения. Давайте вот сколько успеем, иншаллах, пройдем. Первые, с разных направлений. Аммаль ауаль, самое первое направление. Вахуаль амру бихи мутлакан. То есть в некоторых аятах Всевышний просто приказал нам, чтобы мы поминали Аллаха. Так же, как акимус саля, ва атуз закат. То есть выстаивайте намаз, отдавайте закат. Аллах сказал, например, приведем несколько примеров. Например, суратуль Ахзаб, 41-43 аяты. Эти аяты будут повторяться. Этот аят мы с вами уже приводили. Я айюхаллазина аману, о те, которые уверовали, узкуруллаха, поминайте Аллаха, викран кафира, то есть многократно, многочисленными поминаниями, не просто один раз, да? Васаббихуху букратан ва асиля, и восславляйте его, это приказ, то есть Аллах призывает нас, повелевает нам, васаббихуху, и восславляйте его букратан ва асиля, то есть и утром, и вечером. И он тот, который благословляет вас, и его ангелы благословляют вас, чтобы вывести вас, то есть Аллах благословляет вас, чтобы вывести вас из мраков или нур к свету, и Всевышний был сострадательным, милостивым по отношению к верующим. Суратуль Ахзаб, 41-43 аят, то есть «Узкуруллаха». Суратуль А'раф, ограды.
преграда 205 аят. «Вадкур раббака». «Вадкур раббака». То есть «вадкур». Вспомни о своем Господе. Поминай своего Господа. «Фи нафсика». То есть про себя. «Тадарруан ва хифатан». То есть тадарру покорно, смиренно. «Ва хифатан» и со страхом. Вот, то есть Аллах Тааля повелевает нам «Вадкур раббака», то есть поминай своего Господа, поминай своего Господа. Вот это первое направление, первый ракурс. Аллах Тааля напрямую повелевает нам поминать Аллаха. А в других аятах Всевышний наоборот, что? Предостерегает нас от чего? Если здесь поминание Аллаха, то здесь забыть о нем, предать забвению, то есть беспечность, как мы говорим на арабском языке, гафля, когда человек забывается, когда человек отвлекается от него, забывает о нем, предает его забвению. И Всевышний, если в некоторых аятах он повелевает нам поминать Аллаха, а в некоторых он предупреждает нас, остерегает нас, чтобы мы сторонились беспечности. Поэтому Аллах говорит: «Валя такун», и не будь миналь гафилин, из числа беспечных, которые забывают поминать Аллаха, которые забывают о Его границах, которые предают Аллаха забвению. Суратуль Аграф, 205 аят. Суратуль Хашр, сбор, 19 аят. «Валя такуну», и не будьте такими, каллазина насуллах, которые забыли Аллаха. И не будьте из числа тех, которые забыли Аллаха, фаансахум анфусахум, и Аллах заставил их забыть себя. То есть тот, кто забывает об Аллахе, Аллах заставит этого человека забыть о самом себе. Человек, который забыл Аллаха, он забыл себя. То есть как это понять? То есть человек забудет о себе, человек не будет думать о тех вещах, которые будут приносить ему пользу, которые сделают его счастливыми. Нет, он оставит это все. Человек будет совершать те деяния, которые сделают его несчастным, как в этой жизни, так и несчастным где? В вечной жизни. То есть он будет совершать те дела, которые приведут его к наказанию Аллаха. Поэтому человек пьет спиртное и радуется. И радуется. Он еще хвалится. Вот особенно в деревнях, я как бы в селе вырос, да? Там это было обычно. Да я там литр выпил. Да, там больше выпил. А он вообще не закусывает. То есть эти люди, они хвастаются. Они не то, что им не стыдно, да? Они хвастаются, они гордятся этим. Это те, которые забыли Аллаха, и Аллах заставил их сердца забыть о себе. Поэтому они с гордо поднятой головой, они идут куда? В ад. Они идут, пусть Аллах наставит всех нас, и пусть нас, наших детей убережет от этого. Поэтому человек забыл Аллаха, и Аллах заставил забыть человека самого себя. «Валя такуну каллазина насуллах». И не будьте такими, которые забыли Аллаха, фансахум анфусахум, и Аллах заставил их забыть о самих себе. «Уляика гумуль фасикун», и они являются нечестивцами. То есть вот в этих аятах Аллах не повелевает, чтобы мы напрямую поминали Аллаха. Аллах предостерегает нас, чтобы мы не забывали о нем, чтобы мы не были из числа тех, которые предали Аллаху забвению, или из числа беспечных. Третьи виды аятов – это аяты, которые сообщают нам, что успех человека, счастье человека, как в этой жизни, так и в вечной жизни, зависит от этого вида поклонения. То есть будете больше поминать Аллаха, и будет для вас успех и в этой жизни, и в вечной жизни. То есть Аллах заинтересовывает нас. Вот как мы говорим про зарплату, да?
А сколько будет зарплата? А вот столько. О, ты бы с этого и начал бы, да? Вот поэтому Аллах Тааля говорит, что ваш успех, то есть ваше счастье, как в этой жизни, так и вечной, зависит от этого вида поклонения. Аллах говорит, суратуль Джумуа, 10 аят. «Вадкуруллаха кафиран», поминайте Аллаха кафиран, многократно, много, «Ла'аллакум туфлихун», и тогда, если вы будете поминать Аллаха многократно, быть может, вы преуспеете. То есть у вас будет шанс, что вы преуспеете, как в этой жизни, так и в вечной жизни. То есть Аллах говорит, будете поминать Аллаха, будет вам успех. Иногда Всевышний восхваляет тех, которые поминают Аллаха. Есть аяты, где Всевышний восхваляет тех, которые поминают Аллаха и сообщает им об уготованных для них наградах. То есть, сделайте это, я вам дам это. Как, например, то есть эти аяты, можно другие аяты приводить. Просто автор книги, он привел именно эти аяты. Но это как пример только. Аят, суратуль Ахзаб, союзники, да, 35 аят. Всевышний говорит, инналь муслимин, этот аят мы с вами читали, это длинный аят, но он начинается так, инналь муслимина валь муслимат, валь му'минина валь му'минат, воистину мусульмане и мусульманки, верующие мужчины и верующие женщины, и идет дальше, да, и заканчивается какими словами? «Вадзакирин Аллаха кафиран вадзакират», и поминающие многократно Всевышнего Аллаха мужчины и женщины. Что для них Аллах приготовил? «А'аддаллаху лахум», Аллах уготовил для них магфира, первое прощение. То есть, если мусульмане, мусульманки будут многократно поминать Аллаха, то результатом этого деяния будет что? Аллах простит вам ваши грехи. А'аддаллаху лахум, Аллах уготовил для них магфира, прощение, ва аджран азима, и великую награду. Великую награду. Если Аллах сказал, что вас там ждет очень великие подарки за это, то мы не будем в этом сомневаться, да? Действительно, эти подарки будут очень великими. Суратуль Ахзаб, 35 аят. То есть вот здесь, получается, уже Аллах рассказывает нам о достойных наградах, которые ждут нас. То есть даже если взять одну награду, прощение грехов, то мы должны понимать, что после прощения грехов придет все остальное. Все остальное. То есть вот очень часто, когда вот мы с вами год или два, да, проходили книгу «Бездонное море в причинах прощения грехов». И там была огромная тема, глава, да, что поминание Всевышнего Аллаха, это есть огромная, большая причина, которую мы иногда и недооцениваем, прощения наших грехов. То есть ты поминаешь Аллаха, Аллах прощает тебе грехи. Да? То есть можно вспомнить много хадисов. Даже вот когда, казалось бы, для меня вот это, пока я не прочитал эту книгу, я этот хадис не знал. Где пророк ﷺ сказал, если человек получает удел от Аллаха, ризк, да, он принимает пищу, и после приема пищи благодарит Аллаха, то Аллах за это прощает ему грехи. То есть вот, казалось бы, да, проще простого. Аллах дал тебе ризк, машаллах, мы наслаждаемся, мы же насыщаем свой нафс, так ведь? Нафс от этого ему только удовольствие получает, да? То есть мы насыщаем свой нафс, мы наслаждаемся едой, машаллах, а потом говорим альхамдулилля, и Аллах за это что? Еще нам грехи прощает. То есть очень много вот таких моментов, когда, казалось бы, да, вот такое небольшое слово, да, но, машаллах, Аллах за это тебе простит грехи. И иногда мы заблуждаемся так, что, понятно, иногда спрашивают, вот, если ты сделаешь что-то, то-то, то-то, какие достоинства? Вот Аллах тебе простит грехи. Ага, еще что? Машаллах. Это иногда, дорогие братья, приходит
от недопонимания того, что ты утонул в грехах. То есть многие из нас заблуждаются, думают, там, он намаз читает, там, постится, машаллах, поминает Аллаха, у него нет грехов. Чем ближе к Аллаху, тем у тебя глаза, зрение улучшается, и ты начинаешь видеть прежде всего не свои там достоинства, да, я такой-то, такой-то, а свои недостатки. Поэтому сподвижники так боялись Аллаха, потому что они знали, что они видели свои грехи, а мы просто их не видим. Поэтому если в этом есть прощение, все остальное будет. И баракат будет в семье, и в твоем имуществе баракат будет, и на работе баракат будет. Поэтому Аллах сказал: «Агаддаллаху лахум магфира». Аллах уготовил для них прощение, ва аджран азима, и великую награду. Идем дальше. Ва амма хусран ман лаха анху. И также есть аяты, которые предостерегают нас от того, чтобы мусульмане не отвлекались на что-то, не отвлекались от поминания Аллаха. Что бы это ни было. Что бы это ни было. Потому что прелесть испытаний в этой жизни, да, что эта жизнь всегда есть преграды, всегда есть трудности к поклонению, к совершению намаза. Так ведь? Есть проблемы, которые нужно решать. И поэтому даже мирская жизнь нас отвлекает от поминания Аллаха. Даже те блага, которые мы получаем от Аллаха, да, Аллах кому-то дал, машаллах, красивую, хорошую жену дал, хорошую семью дал, детей дал, да, но мы должны понимать, что все это дары Всевышнего Аллаха, и эти дети, жена, там, вот эта мирская суета, она ни в коем случае не должна отвлекать нас от поминания Аллаха. Если человек поставит свою жену любимую, своих любимых детей, да, причиной того, что он забудет об Аллахе, да, то это будет страшный убыток для него. Поэтому ничто не должно отвлекать тебя от поминания Аллаха. И Всевышний сказал, суратуль мунафикун, в суре лицемеры, 9 аят. Я айюхаллазина аману, он обратился именно к верующим, о те, которые уверовали, ля тульхикум, пусть не отвлекает вас, что? Амвалюкум, ваше имущество. Что такое имущество? Это твоя работа, это твой достаток, это твой бизнес, это твое ремесло, как бы мы это ни называли, да? Твое имущество. Пусть не отвлекает тебя, твое имущество. Валя аулядукум, твои дети от чего? Ан викрилля, от поминания Аллаха. То есть из-за имущества, из-за твоей работы, твоего ремесла, твоего бизнеса, да, из-за даже любимых нам детей мы не должны отвлекаться от поминания Аллаха. От поминания Аллаха. Поэтому, если с одной стороны посмотреть, то дети это что? Это беда или дар Аллаха? А? Конечно, дети это дар Аллаха. Аллах говорит, сура Совет, Шура, яхабу лимай яшау инатхан, ва яхабу лимай яшау зукура. Аллах кого пожелает одарит дочерьми, а кого пожелает сыновьями. Ваюзауиджукум зукранан ва ината, а кому пожелает Аллах и сыновей даст, и дочерей даст. Поэтому Аллах говорит яхабу, то есть Аллах аль-Ваххаб, Аллах вседарящий, Аллах дарит нам детей. Поэтому мы поминаем Аллаха, мы делаем шукр, когда получаем детей, мы забиваем животное, так ведь, когда получаем этот дар Аллаха. Но это с одной стороны. А с другой стороны, для кого-то дети могут оказаться чем? Фитной. И действительно бедой. Поэтому здесь, если в аяте говорится, во многих хадисах говорится, что дети это дар, а с другой стороны, Пророк ﷺ сказал, что дети это что? Это, если я не ошиблюсь, маджбанатун, мабхалатун, махзанатун, то есть Пророк ﷺ перечисляет, дети это причина вашей жадности, скупости. Как причина? Вот надо на пути Аллаха дать. А он говорит,
у меня это дети, у меня детей много, мне так не хватает. Мне сейчас этому надо там брюки поменять, этому за школу. То есть дети могут быть причиной чего? Твоей скупости. То, что ты на пути Аллаха. Маджбанатун, трусости. То есть нужно куда-то вступить, в бой, там, защищать религию, страну, да? А он говорит, так у меня детей много, они же могут без отца стать. Ну, конечно, могут без отца стать. Так ведь? Поэтому маджбана, то есть причина вашей трусости, махзанатун, вашей печали. Пророк ﷺ сказал, дети могут оказаться причиной вашей печали. Когда, например, ты что-то им хотел дать, а у тебя не получилось. Все, настроения нет, печалишься, да? Или там, например, один там заболел, другому там, не знаю, зуб сломали, третий упал, да? Жена там жалуется, ты где ходишь, давай, да? То есть это печаль, то есть причина печали, да? И маджхалятун еще сказал. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, еще причина вашего невежества. То есть, брат, айда на урок, давай читать книгу. Нет, мне там домой надо, мне там жена ждет, там дети, там здесь надо решать, то надо решать, туда надо отвезти, отсюда надо забрать, да? Поэтому вот, то есть с одной стороны это дар, а с другой стороны может оказаться, и вот Пророк саллаллаху предостерегает нас, чтобы мы не превращали своих детей в фитны. Также то же самое и с женой. Все, что мы имеем, может быть благом и может быть фитной для нас. Поэтому Аллах предостерегает нас, пусть не отвлекает вас, ваше имущество и ваши дети от поминания Аллаха. И кто поступит так, кто так сделает, у кого имущество и дети окажутся, будут отвлекать его от поминания Аллаха, фауляика хумуль хасирун, они должны знать, что они в убытке. Они будут в убытке. То есть обязательно результат будет плачевным. Сура Лицемеры, 9 аят, можете почитать тафсир этого аята. Поэтому где-то Аллах предостерегает нас, что мы не должны отвлекаться. Вот даже вот золотые слова одного из ученых, не помню, кто из ученых сказал, болезнь, которая заставляет тебя поминать Аллаха, лучше для тебя, чем твое здоровье, которое заставляет тебя забыть о нем. Это очень мудрые слова. Вот кто-то может сказать, а что лучше, здоровье или болезнь? Да, конечно, здоровье лучше. Никто не должен болезнь просить у Аллаха, так ведь? Поэтому надо здоровье просить. Поэтому Пророк, когда человек болел, он шифа просил за него. Он же не говорил там, о Аллах, там, пусть эта болезнь погубит его, там, да, он же аджр получит, да? Никогда такого нет. То есть шифа просил, так ведь? Но иногда может быть так, что когда человек болеет, он чаще вспоминает Аллаха. Даже вот наши простые люди, да? Когда они вот что-то там не то, он больше там в мечеть начинает ходить, там, машаллах, садака дает, там это. А когда все хорошо, ничего не болит, да, все забывает о нем. Поэтому вот ничто не должно отвлекать от поминания Аллаха. Дальше. Следующее направление, да, чем больше человек вспоминает об Аллахе, тем больше Аллах вспоминает о нем. Фадкуруни адкуркум. Аллах ставит условие. Фадкуруни, поминайте меня, адкуркум, тогда я вспомню о вас. То есть, если хотите, чтобы Аллах всегда вспоминал о вас, то есть помогал вам, принимал ваши мольбы, да, всегда был с вами, то вы должны вспомнить о нем. То есть условие. Фадкуруни адкуркум. Вашкурули, благодарите меня, валя такфурун, и не проявляйте неверие. Сура Корова, Аль-Бакара, 152 аят. Поэтому Пророк ﷺ сказал, «Узкуруллаха фиррахати, ядкуркум фишидда». Поминайте Аллаха, когда вам легко, тогда вспомнит Аллах, когда вам тяжело. Все вспоминают об Аллахе, когда тяжело, да? Аллах сахласан. Когда ребенок в реанимации лежит, когда у опайки муж при смерти, все вспоминают Аллаха. Никто об Аллахе не шутит, все дружат с ним, да, и ничего не жалко
да, но, к сожалению, у многих людей, когда Аллах дает им облегчение, да, после трудности приходит облегчение, они снова возвращаются к чему? К своей беспечности. Иногда к куфру. Поэтому пророк ﷺ сказал: поминайте Аллаха, когда вам легко, когда вам хорошо, тогда Аллах вспомнит вас, когда вам тяжело. Поэтому фараон, когда утопал, когда тонул в Красном море, он же обратился к Аллаху, нет? Он обратился. А как вы думаете, он был искренним или нет? Конечно, был искренним. Конечно, он сказал: я предался тебе, все, я мусульманин, я готов на все. Главное что? Отогнать от себя ангела смерти. Да? Но Аллах сказал: каков был ответ? Аль-ан, это сейчас ты опомнился? Когда до этого Муса пришел к тебе, сколько чудес, явных чудес, явных доводов, что это Аллах, что это не Муса, это мощь Аллаха. Когда все реки превратились, все источники воды превратились в кровь, потом Аллах вернул им воду, когда нашествие саранчи, лягушек, это же все они видели. Они все видели, они все это поняли, что это от Аллаха, это не Муса, это не колдовство. Когда сколько десятков колдунов падали ниц перед Аллахом, увидев, что то, что Муса держит в руках, это не просто колдовство, это действительно была змея, да? На самом деле, то есть это же он все видел, но он не уверовал. Поэтому каким бы он искренним ни был, он тогда не помнил об Аллахе, поэтому Аллах не принял его дуа. А Юнус, алейхиссалям, Юнус, которого также проглотила рыба, да? Он обратился к Аллаху, и Аллах что? Принял его дуа? Аллах принял дуа. Но Аллах что сказал в Коране? وَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Если бы он не был до этого из числа тех, которые восхваляют Аллаха, то он остался бы там до судного дня. Поэтому, как бы он ни просил бы, если бы до этого он не был богобоязненным, если бы до этого он не восхвалял Аллаха, некоторые ученые в тафсире говорят, что «Валя кана миналь мусаббихин», то есть мусаббих – это тот, кто говорит тасбих. Но в некоторых тафсирах говорится «миналь мусаллин». То есть, если бы он не был из числа молящихся, совершающих намаз, то он остался бы там до судного дня. То есть, когда тебе хорошо, тебе не нужен Аллах. Так получается, да? А когда тебе плохо, ты вспоминаешь о нем. Вот если хочешь, чтобы Аллах тебя вспомнил, когда тебе тяжело, то вспомни о нем, когда тебе хорошо. Даже Сальман аль-Фариси говорит, когда мусульманин всегда поминает Аллаха, когда мусульманин всегда обращается к Аллаху, восхваляет, восславляет Его, благодарит Его, да? Когда ему становится тяжело, Сальман аль-Фариси, один из самых великих ученых-сподвижников, да, он сказал, когда ему становится тяжело, он обращается к Аллаху. И когда на небесах ангелы слышат его голос, они говорят, это знакомый для нас голос. Почему? Потому что он каждый день обращается к Аллаху. И ангелы говорят, это знакомый для нас голос. И начинают просить у Аллаха, ходатайствовать, чтобы Аллах помог ему, и Аллах помогает ему. А когда человек, который забыл об Аллахе, ему хорошо, у него все есть, и ничего ему, как казалось бы, не нужно, да, хотя все от него, от Аллаха, да, когда ему становится плохо, он начинает просить у Аллаха. И когда ангелы слышат его голос, они спрашивают друг друга, а что это за голос? Что за голос? Мы никогда не слышали этот голос. То есть он никогда не обращался к Аллаху, а когда ему стало плохо, да, он понял, что и этот не может, и этот такой-то сын такого, Фалян Фалянович, не может ему помочь, да, все. И ангелы говорят, а что за голос? Мы никогда не слышали этот голос. И не будут они просить у Аллаха, чтобы Аллах принял его дуа. Поэтому, чем больше мы поминаем Аллаха, тем больше Аллах вспоминает о нас. И ученые говорят, что поминание Аллахом своего раба идет 2 раза.
Первый раз это перед его зикром, то есть перед тем, как раб вспоминает об Аллахе, да? И второе после его зикра. То есть вот если посередине у нас что? Раб поминает Аллаха, то получается до этого поминания идет поминание Аллаха, Аллах поминает своего раба, и после этого поминания идет еще одно поминание. То есть как? Ученые говорят, что когда Аллах вспоминает своего раба, Он дает ему тауфик и дает ему желание, возможность, чтобы он поминал Аллаха. И он начинает поминать его. Из-за того, что он поминает его, он уже, Аллах отвечает ему как? Он вспоминает о нем перед своими ангелами. Поэтому человек, ученые говорят, его даже не было еще. Он даже не родился. Но Аллах уже помнил о нем. То есть Аллах предопределил, это же знание Аллаха, это сила Аллаха, что этот человек, он должен родиться. Это было предопределено, нет? Ну, значит, Аллах вспомнил о нем, так ведь? А его-то еще даже не было. Аллах предопределил его риск, сколько он должен получить пропитание, богатство, имущество, да? Жена, дети, муж, достаток. Это Аллах все предопределил. То есть Аллах уже побеспокоился за все это, так получается, да? А он же еще даже не знал Аллаха. Его даже не было. Поэтому поминание Аллахом раба своего идет впереди поминания раба. То есть раб даже еще не поминал о нем, не восхвалял его, не благодарил его. А Аллах же вспомнил о нем, он же не забыл о нем. Даже шайтан, в хадисе, пророк ﷺ сказал, когда Аллах предопределил пропитание всех своих созданий, то есть ему столько, да? Шайтан спросил у Аллаха: «О Аллах, а где мое пропитание?» Шайтан, он прекрасно понимает, что риск только от кого? Только от Аллаха. И шайтан, он не сможет жить, если Аллах не даст ему пропитание. Поэтому пророк ﷺ сказал: Иблис спросил у Аллаха: «О Аллах, а где мое пропитание?» Аллах даже о нем вспомнил. Так ведь? Потому что у него есть задача. Конкретно, он же инструмент во власти Аллаха. И Аллах сказал: те рабы, которые примут еду без того, чтобы вспомнить обо мне, то есть без бисмилля, без имени Аллаха, да, их пропитание будет твоим пропитанием. То есть человек кушает, бисмилля не говорит, все получается, наряду с ним кто еще кушает? Ну, так, хадисов много на это, да, не будем все приводить. Поэтому человек даже не знал о нем, а Аллах вспоминает его. А второй раз Аллах вспоминает его когда? Когда он уже вспомнил об Аллахе, «Фадкуруни адкурукум». И мы знаем, что пророк ﷺ, когда зашел в мечеть, он увидел группу сподвижников, этот хадис передает Муавия ибн Аби Суфьян. Он увидел группу сподвижников, которые о чем-то говорили, или кто-то из них говорил, да? И пророк ﷺ сказал: что вас привело сюда? На что они ответили: мы пришли только с одной целью, чтобы вспомнить об Аллахе, поговорить о его религии. И он тогда что сказал? А вы можете поклясться Аллахом, что только это привело вас сюда. То есть не то, что там про дунья поговорить, да, о ком-то там злословить, гайбат делать. Нет. Они сказали: «Валлахи, клянемся Аллахом, мы пришли сюда только, чтобы вспомнить Аллаха и поговорить о его религии». И тогда пророк ﷺ что сказал? Я попросил вас поклясться не потому, что я что-то подумал о вас, плохое, да, что вы можете там меня обмануть, нет. Или там вы не ради этого пришли, да, с другой целью, нет. Только что ко мне пришел Джибрииль, и он сказал, что Аллах вспоминает ваши имена перед своими ангелами. Поэтому поминание Аллаха идет впереди поминания раба и еще после. Поэтому поминание викр, вот это поклонение, оно окружено и спереди, и сзади поминанием Всевышнего Аллаха о его рабе, о его рабах. Идем дальше. Так, нам надо за 10 минут до финиша еще дойти, да?
Также Всевышний в другом аяте говорит, что Всевышний, описывая достоинство этого вида поклонения, говорит, «Бианнаху акбар мин кулли шай», что этот вид поклонения выше всех видов поклонения, то есть выше всего. Как, например, сура Аль-Анкабут, сура Паук, 45-й аят. Всевышний говорит, «Утлю ма ухая илейка миналь китаб», этот аят мы с вами читали, то есть почитай ма ухая илейка, то, что было ниспослано тебе из книги, из Писания, миналь китаб, ва акимис саля, и выстаивай намаз, инна салята танха аниль фахша и валь мункар, воистину молитва запрещает, защищает человека от всего, от мерзости и предосудительного, то есть помогает нам оставить зло, грехи. И Аллах что сказал? «Уаля зикруллахи акбара». Но поминание Аллаха выше всего. Поминание Аллаха выше всего. «Валлаху я'ляму ма таснагун». И Аллах знает то, что вы совершаете. И вот Аллах сказал, что зикруллахи, поминание Аллаха выше всего. Это тоже указывает на что? На достоинство этого поклонения. Также Всевышний многие виды поклонений, мы видим в Коране конкретно есть аяты, некоторые виды поклонения Всевышний завершил или призвал нас завершить чем? Поминанием Аллаха. Ты совершил то-то, 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 заверши это дело поминанием Аллаха. Как, например, пост, амалус сиям. Аллах говорит, «Валитукмилу л'иддата, валитукаббируллах, аля ма хадакум, валяллакум ташкурун». То есть, когда Всевышний говорит о шахру Рамадан, где был ниспослан Коран, да, Аллах говорит, что мы должны, «Фаман шахида минкуму шахра фальясум». Кто из вас увидит молодой месяц, то пусть он постится. «Ваман кана минкум маридан ау аля сафарин». А если кто-либо из вас болеет или же находится в пути, «Фаиддатум мин айямин ухар», то он сколько дней оставляет, он должен это все возместить. Да? И вот в завершении аята говорит, «Валитукмилу л'иддата», чтобы вы завершили это количество этих дней, вот сколько дней оставили, да, чтобы вы их завершили, «Валитукаббируллах», и чтобы вы возвеличивали Аллаха. То есть возвеличивание Аллаха, Аллаху Акбар, это поминание, да? «Аля ма хадакум», за что? Чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что Он наставил вас на верный путь. На верный путь. «Валяллакум ташкурун», и тогда, быть может, вы будете благодарными. И тогда, быть может, вы будете благодарны. То есть завершить пост чем? Возвеличиванием Аллаха, поминанием Аллаха. Сура Бахара, 185 аят. Хадж. Переходим к другому виду поклонения. Хадж. Это столпы ислама. Суратуль Бакара, 200 аят. Аят 200. «Фаида кадайтум манасикакум». А когда вы завершили свои обряды хаджа, «фадкуруллах», поминайте Аллаха. То есть в завершении хаджа идет что? Зикр. «Фадкуруллаха», поминайте Аллаха, «кадзикрикум абаакум ау ашадда зикра». Так же, как вы поминали своих родителей, своих отцов. Мы про тафсир говорили в одном из лекций, что арабы после завершения до ислама, они собирались, и каждый вспоминал про своих предков, про своих этих, да. То есть Аллах знал этот обычай их, и поэтому Аллах сказал, поминайте Аллаха так же, как вы поминали своих отцов, ау ашадда зикра, и даже большим поминанием. То есть поминать Аллаха нужно больше, чем поминаешь своих отцов. То есть в завершении хаджа Аллах призвал нас к чему? К этому виду поклонения. То есть фадкуруллах, поминайте Аллаха. Сура Бахара, аят 200. Намаз. Чем мы заканчиваем, завершаем? Фаида кадайтумус салата. И когда вы завершите, молитву, намаз, фадкуруллаха, поминайте Аллаха, кияман, стоя, ва куудан, сидя,
ва аля джунубихим, и находясь на своих боках. То есть лежа. Поминайте Аллаха и сидя, и стоя, и лежа. Суратун Ниса, сура женщины, 103 аят. То есть намаз завершаем чем? Зикрами. 5 намазов, после 5 намазов идут что? Адкар. Так ведь зикры специальные. Джумга. Молитва джумга. Пятничная молитва. Чем завершаем? Аллах говорит, фаида кудиятис саляту. Сначала говорит, если услышали азан, спешите к поминанию Аллаха и вадаруль баих, оставьте всю свою торговлю, бизнес, все оставьте, да? И спешите к поминанию Аллаха, это лучше для вас. Но, фаида кудиятис саля, а когда завершится молитва, фанташиру фил ард, то идите по земле. То есть не надо целый день сидеть в мечети, да? У тебя же там работа осталась, кто-то рынок оставил, у кого-то клиенты, у кого-то что. Фанташиру фил ард, то есть идите по земле, вабтагу мин фадлилля, ищите милость Аллаха, то есть имущество, богатство, все, ищите милость Аллаха, вадкуруллаха кафиран, и поминайте Аллаха многочисленно, многократно, лааллякум туфлихун, быть может, тогда вы преуспеете. Поэтому джумга завершаем, идет что? Викр, поминание Аллаха. И поэтому даже сунна, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, призывает нас завершить даже свою жизнь чем? Поминанием Аллаха. Ман кана ахиру калямихи ла илляха илляллах дахаля аль-джанна. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, у кого последние слова из этой жизни, в этой жизни будут что? Ла илляха илляллах, что нет божества кроме Аллаха, он войдет в рай. Поэтому надо просить у Аллаха, чтобы наши последние завершения всех наших слов в этой жизни, да, это были именно эти величайшие слова. Поэтому по сунне, когда человек находится на смертном, уже все, то есть время смерти, уже агония смерти начинается, мы шепчем ему, да, ашхаду алла иляха, чтобы он думал об этом и повторял эти слова. То есть завершение должно быть наилучшим. И еще 2 минуты. Успею, нет? Ничего не заснули там? Вам-то только слушать надо, а мне говорить, читать надо. Поэтому вы уж тоже меня поймете, да? Вот, очень важный. Вот как Всевышний в Коране говорит, что вот эти аяты, знамения Аллаха, да, то, к чему нас призывают, к размышлению над этими аятами, способны на это только те, которые поминают Аллаха. Те, которые не поминают Аллаха, они не способны размышлять над аятами Корана. Поэтому Аллах говорит, «Инна фи халкис самавати валь ард», сурат Аль-Имран, 191 аяты, «Воистину в халкис самавати валь ард», в сотворении небес и земли, «Вахтиляфи лейли ван нахари», в смене дня и ночи и дня, то, что солнце встает над горизонтом, да, зенит, садится, меняется день, ночь приходит, да, ля аят, воистину в этом есть знамение. Для кого? То есть в этом есть чудо, это есть знамение, это все показывает нам силу, мощь Аллаха. Для кого? Ли улиль альбаб, для обладающих разумом. Кому Аллах дал разум, они должны видеть во всем этом мощь Аллаха. Поэтому мусульманин не должен ходить слепым. Мусульманин должен все это видеть. Он должен изучать небеса, землю. Он должен изучать мир растений, мир животных. Почему? Ученые еще в 10-х, в 11 веках, почему они изучали все это? Мусульмане изучали. Потому что Коран толкал их на это. И человек, ученый, наряду с тем, что изучал фикх, он изучал мир животных, потому что, познавая вот эти миры, они видели в этом силу, мощь Аллаха. Они не делили вот эти знания, да, это светское знание, например, там астрономия, да, а это вот религиозное знание. Вот сейчас мы делим это.
Хотя мы должны понимать, что еще книги, которые мы изучали в Советском Союзе, в школе, например, книга астрономии, там прямо, я помню, было написано, что астрономия, она исчезла. Эта наука, она была разрушена, но только мусульмане спасли эту. Это советская школа, советская книга была. Я помню, на русском языке это я читал. Мусульмане. Почему? Потому что Коран, открой, там звезды, там солнце, луна. И пусть посмотрит человек на небо. Найдет ли он там какой-либо изъян, какую-либо трещину. Сура Табарак, власть, да? То есть очень много таких аятов, которые толкали мусульманских ученых изучать все это. Поэтому когда-то наука была в руках мусульман, да? Потому что они понимали Коран. И Аллах говорит, что воистину в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня есть знамения для обладающих разумом, да? Но следующий аят говорит, для каких обладающих разумом? Алладина, обладающие разумом, которые ядкурун Аллаха кияма, поминают Аллаха стоя, вакугудан, сидя, вагаля джунубихим, и находясь на своих боках. Поэтому ученые тафсиры говорят, не все обладающие разумом способны увидеть во всем этом знамение. То есть есть астрономы, атеисты, может быть, да, они про солнце знают 1000 раз больше, чем мы. Потому что это их жизнь. Они всю жизнь изучают солнце, да. Вот эти все процессы, вот эти все изменения, вот эту силу, мощь солнца, да. Но Аллах закрыл им. Что? Аллах закрыл от них истину. И они изучают все эти процессы, но кто стоит за этими процессами? Кто управляет за этими процессами? Они не понимают. Поэтому сура Тур-Рум, сура Римляне, не помню, какой аят, могу, кто-то, если знает, пусть подскажет. «Я'алямуна захирам миналь хаяти дунья». Они знают только захир, поверхность, только поверхность из земной жизни. «Ва'аниль ахирати хум гафилун». И они беспечны в знаниях вечной жизни. Поэтому ученый медицины, может быть, он атеист, он изучает физиологию человека, вот эти все процессы, да, движения, но он не понимает одно, а кто за этим всем стоит? Вот этот сложнейший организм, кто управляет этим? Возьми автомобиль, заведи и шагарабжибер, пускай этот первый столб, все за этим автомобилем. Аллах сохласын, если не первый пешеход. Машина не может ездить без управления. А как вот эта планета, как вот эти все звезды, небеса, вот это все галактики могут жить просто так в случайных в этих, да, совпадениях этих? Нет, за всем стоит Аллах, могущественный, великий. Поэтому только поминающие Аллаха, они способны что? Увидеть знамение Всевышнего Аллаха и получить пользу от этих аятов. Но несколько у нас осталось как бы достоинств. Вот, это, наверное, оставим на следующий урок, потому что еще минут 10-15 надо будет. Субханак Аллахума бихамдик. Ашхаду ан ла илляха илля ант. Астагфирука ва атубу илейк. Джазакум Аллах хайр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.